этой сессии «Холод. Ресурс. Безопасность. Развитие». И завтра у нас это начинается мероприятие, но сегодня будут лекции. Мы прежде всего хотим, чтобы наша креативная молодежь включилась в это дело, и с поддержкой науки они пошли так в ту сторону, в которой, как говорится, где наш карьера, ресурсы, где у нас идет, наша республика может выйти на лидерские позиции. И к нам приехали одни из ведущих ученых, ведущих физиков не только нашей страны, но и, может быть, даже всего мира. Это хочу представить член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Троицкого обособленного подразделения физического института имени Лебедева, лектор, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук Александр Анатольевич Лутовинов. Задавали потом после лекции вопросы, которые вас интересуют, не только по физике, но и каким образом поступить в ведущие вузы, какие нужно проходить испытания, в каких олимпиадах нужно участвовать, какие проводятся вообще в России, в мире олимпиады по физике. Поэтому я вас призываю быть активными, задавать вопросы, которые вас интересуют, буквально все. Спрашивайте, получите ответы. Договорились? 3,5 часов. Я, честно говоря, получал наслаждение от того, насколько велика и сильна наша страна, и особенно молодежи, школьникам. Всем нам вместе нужно приложить все усилия, чтобы сохранить и приумножить богатство нашей страны и силу нашей страны. И для этого, конечно, нужна наука. И очень здорово, что наука развивается не только в федеральных центрах, но и в регионах. Я очень люблю вспоминать слова нашего великого ученого Михаила Ломоносова о том, что науки России прирастут Сибирью, прирастут регионами практически. Тоже практически север, у нас тоже есть вечная мерзлота, только вверху это Вятский край. Я оканчивал педагогический университет в городе Кирове. И ни на секунду не жалею об этом. Это была очень сильная научно-образовательная школа. И я вас уверяю, что у вас здесь, в Якутии, выдающиеся работают научные школы и представительство Большой академии, Российской академии наук и очень сильная Академия Республики Саха, Якутия. Поэтому обращайте на это внимание, взаимодействуйте с членами академии, обменивайтесь информацией, получайте новые знания. Почетный профессор еще одного моего места работы, Московского педагогического государственного университета, он получил Нобелевскую премию в 2014 году в области химии за развитие методов оптической микроскопии сверхвысокого пространственного разрешения, за разработку такого микроскопа, с помощью которого можно увидеть отдельные молекулы. Он получил Нобелевскую премию по химии еще с двумя нашими коллегами, Эриком Бецким и Штефаном Хеллом, а японские коллеги получили Нобелевскую премию по физике за разработку синих светодиодов. Наверное, видели, какие бывают указки, синенькие. Так вот, когда в Шведской академии вручали Нобелевскую премию, вот Уильям Нёрнер мне об этом рассказывал, выходят японские коллеги получать премию по физике и, выступая, говорят: вы знаете, коллеги, вообще-то мы химики, к физике отношений не имеем. Мы всю жизнь растили кристаллы. Приходишь с утра на работу и начинаешь замешивать различные материалы, выращивать кристаллы с очень хорошим качеством. А нам Нобелевскую премию дали по физике. После чего выходит Нёрнер и говорит: вы знаете, вообще-то я физик. Я вообще к химии никогда никакого отношения не имел, а мне почему-то Нобелевскую премию дали по химии. Но при этом доклады у них были в основном посвящены биологии и медицине. Потому что одна из основных формулировок, за что дали премию,
это за прояснение природы болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, потому что вот этот оптический микроскоп позволил посмотреть на то, каким образом нарушается работа головного мозга, как нарушается передача информации по синапсам. Так вот, эту междисциплинарность мы должны учитывать. Так, а можно там курсор куда-нибудь на экран передвинуть, потому что иначе там надо сдвинуть мышку для того, чтобы оно... Вот. Нет. Вот так, заработал. Вот наша замечательная вселенная Земля, несчастный Плутон, которого недавно выгнали, да, из списка планет. Ну и вот, по большому счету, вселенная устроена очень сложно. Все явления взаимосвязаны, и физика, и химия, и биология. Ну а экосистема Земли — это вообще чудо. Вся система взаимоотношений мы видим, и вечная мерзлота, и тропики, и жидкости, и газы, и твердое тело. Все это нужно изучать, а жизнь — это вообще чудо. Очень я люблю цитировать наших выдающихся ученых, в частности, академика Рубакова, о том, что это благополучие, оно чрезвычайно хрупкое. Очень легко нарушить экосистему таким образом, что это приведет к разрушению, ну, может быть, даже жизни человечества. И очень часто говорят об антропном принципе, о том, что наша Вселенная будто специально подогнана под наше существование и вообще под существование сложных систем и сложных процессов. А инструменты для исследования всего этого появляются. Ну вот, например, недавняя Нобелевская премия за открытие экзопланет. Посмотрите, с какой скоростью по годам. Вот начиная с 95-го и к нашим дням количество экзопланет, которые открываются каждый год. Вот Александр Анатольевич Кутаринов, может быть, об этом поподробнее расскажет, как устроена эта интереснейшая часть современной науки, каким образом на удалении там тысячи, может быть, даже миллионов световых лет можно обнаружить экзопланету, планету, похожую на нашу. А вот это наша планета, на которой мы живем, которую нужно сохранять. Ну и в частности, конечно, если мы говорим о жизни на планете, мы говорим об экосистеме Земли. Это совместно обитающие организмы в условиях существования, находящиеся в закономерной взаимосвязи друг с другом. Причем, обратите внимание, здесь речь идет и о химии, начиная буквально с отдельных элементов. Да? Вот вся эта периодическая таблица элементов имени Менделеева, мы ее в нашей стране и в дружественных странах называем таблицей Менделеева. Совсем недавно был год периодической таблицы, мы его всем миром в 2019 году праздновали. Где родились эти элементы? Так вот, эта химия, начиная от обычных атомов, продолжая газами, жидкостями, твердыми средами и дальше более сложные системы. Ну и, конечно, физика. Это термодинамические параметры, температура, давление. Нужно изучать структуру и динамику твердых тел, преобразование и взаимодействие. Ну а дальше более сложные вещи. Это климат, геофизика, гелиофизика, как Солнце влияет на нашу экосистему, неорганические вещества, органические, переходы оттуда из неорганики в органику, из органики в неорганику. Речь идет о продуцентах. Это те организмы, которые создают органику из неорганики. Это растения, это фотосинтез. Макроконсументы — это организмы, которые поедают другие организмы, но не способны превратить неорганику в органику. Я вам могу сказать, что наличие таких систем связи приводит к сбою навигационной системы пчел. И мы видим, что популяция пчел в мире ежегодно уменьшается на 50%. Ежегодно популяция пчел на планете уменьшается почти в 2 раза. И вот это удивительная и страшная история, потому что мы таким образом нарушаем всевозможные биологические цепочки. Все это связано с климатом и связано с воздействием человека. А вот что делает человек? Всевозможный мусор. Причем мы, конечно, говорим об обычном мусоре. Вот посмотрите, как выглядят великие мусорные пятна в Тихом океане. Они по площади занимают уже размеры больше, чем континент. На глубине буквально 1 метра находится вот такая вот бярка, потому что за счет океанских течений это все сгоняется в замкнутое пространство.
и с этим нужно что-то делать, с этим нужно бороться. Мало говорят об электромагнитном загрязнении, но я вам только что привел пример пчел, да? Но ведь воздействие не только на пчел, а посмотрите, что происходит. Вот это вот современная спутниковая связь, да? Илон Маск обещает запустить в ближайшие 5 лет, вот Александр Анатольевич меня поправит, десятки тысяч спутников, да, которые покроют вот такой сеткой всю нашу планету. А это электромагнитное излучение. Световое загрязнение, радиозагрязнение, загрязнение атмосферы. Смотрите, это вот картинка из пригорода Пекина, одна из трасс, которая подходит к городу. Длинных волн, вот здесь вот порядка 100-280 нанометров, это длина волны излучения. Вот этот ультрафиолет, он практически сразу же приводит к гибели живых клеток. То есть если на этой длине волны посветить на кожу, то на коже образуется ожог, потому что фотоны, которые попадут в живую клетку, они приведут к гибели этой клетки. Так вот, планета постаралась, эволюция постаралась, вы обратите внимание, это спектр поглощения, в зависимости от высоты. Да? Вот примерно на высоте 20-30 километров у нас практически полностью этот ультрафиолет, который идет от Солнца, поглощается. Зелененький это попроще, а вот голубенькое это то, чем мы с вами загораем. Да? Если вы идете на пляж, через атмосферу это излучение проходит, ну и вы здесь можете позагорать. И опять же, если слишком большая доза, то можно получить ожог. А вот это та самая озоновая дыра, которая по годам, вот смотрите, да, начиная с 90-х годов, начали мониторить, что происходит на южном полюсе Земли и каким образом эта озоновая дыра живет. Еще одно глобальное изменение климата, о котором нужно внимательно думать. Ну и, наконец, наш любимый холод, зона вечной мерзлоты. Каким образом можно изучать, что же происходило на планете на протяжении тысяч миллионов лет. Вот посмотрите, это эксперименты, в которых участвовали наши ученые на скважине Восток в Антарктиде. Копались такие вот длинные шурфы, ну, больше, чем на несколько километров в глубину опускался бур, оттуда вынимался лед, а дальше точно так же, как годовые кольца на срезе дерева, анализируя состав вот этих льдов, можно сказать, что же происходило на нашей планете вот многие тысячи, миллионы лет назад. Просто смотря, какой элементный состав в этом есть. Там же не только вода, там пыль, там какие-то элементы, там можно посмотреть концентрацию парниковых газов и так далее, и так далее. Вот как выглядит эта скважина, из этого шурфа добывался этот лед, анализировался, кстати, оптическими, спектральными методами. Люди смотрели, что же там в этом льде происходит. Спектроскопические методы исследования. Опять же, здесь помогает нам наука, физика, начиная с работы Исаака Ньютона, который увидел, что свет можно разложить в спектр с помощью обычной призмы, работы Бунзена и Киргофа, вот эти так называемые спектральные отпечатки пальцев, кстати говоря, для школьников, простейший опыт, как увидеть спектр. Знаменитый натриевый дублет, где светит разогретый атом натрия. Если вы возьмете щепотку поваренной соли, натрий хлор, бросите в костер, в печку или в камин, вы увидите яркие оранжевые вспышки. Это вот тот самый оранжевый дублет на длине волны примерно 585 нанометров. Эти вспышки это как раз возбужденное состояние натрия, которое входит в состав поваренной соли. А вот так вот выглядят современные приборы. Это прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор лабораторный для того, чтобы проводить биологические и медицинские исследования. Но идея в том, что мы наблюдаем за свечением или поглощением тех или иных материалов и можем сказать, что в материале происходит. А как можно возбудить? А вот смотрите, я возьму обычный лазер, не очень хорошо видно. Я вижу, что излучение частично у меня через палец проходит. Если я знаю, чем я свечу на палец и что у меня из пальца выходит, я в ряде случаев могу решить обратную задачу и сказать, что же там у меня внутри пальца происходит. А к чему мы с вами идем? Если вы посмотрите современные приборы, да, умные часы уже на борту содержат лазер. Вот здесь вот у меня мерцает лазер на длине волны 532 нанометра. Этот лазер у меня измеряет сейчас пульс, немножко занимается оксиметрией, смотрит, что у меня там с кислородом в крови.
Александр Анатольевич. Да, а вот современные разработки. Вот у нас очень долгое время были очень хорошие отношения с компанией Samsung. И мой друг, мы вместе учились в аспирантуре, он был руководителем оптического департамента компании Samsung в России, Михаил Кольченко, и мы вот разные проекты вместе делали. Так вот, Samsung утверждает, что следующее поколение умных часов уже будет содержать спектрометр на борту. Это сверхмалая, это называется интегральная фотоника, он чип фотоника, когда вы элементную базу можете разместить на чипах с размерами буквально 2 на 2 миллиметра. Дальше вы размещаете несколько лазеров, и у вас, например, инфракрасный лазер с глубиной проникновения на несколько сантиметров может смотреть, что происходит в вашей крови. Ну, например, смотреть за составом сахара, да? Или смотреть за так называемыми экзосомами. Дело в том, что клетка в процессе своей жизнедеятельности, она в лимфу и в кровь выбрасывает маленькие частицы, которые называются экзосомами. И по составу этих экзосом можно сказать, что в клетке происходит. У человека нет еще никаких признаков онкологического заболевания, но уже появились плохие клетки, которые выплевывают в лимфу и в кровь вот эти маленькие экзосомы, по составу которых можно предупредить развитие этого заболевания. Да, изменение еще и состояния мирового океана. Таяние ледника Мьюир на Аляске. Да, вот ледник в 1941 году, этот же самый ледник, который превратился фактически в озеро в 2004. Еще раз арктическая шапка 1984-2016 год. Что делать? Конечно, должна помочь фундаментальная наука и целевые, большие, комплексные программы исследовательские, но наподобие того, что планируется сейчас здесь, исследования по определенному направлению. В данном случае, конечно, мы говорим о вопросах холода. Нам нужно изучать огромное количество разных вопросов, причем на стыке разных специальностей. Физика, химия, биология, сельское хозяйство и многие-многие другие направления. К этому вопросу, как вы видите, нужно подходить комплексно. Конечно, фундаментальная наука может полностью изменить развитие этих вещей. Вот я вспоминаю историю начала 19 века, когда в Англии футурологи, да, как сейчас принято говорить, прогнозировали, какие проблемы ждут Лондон. Ну и вот они посчитали, что если все будет продолжаться так, как это происходило в начале 19 века, то примерно через 50 лет улицы Лондона покроются навозом высотой несколько метров. Но навоза не появилось, лошади с улиц Лондона исчезли, но у нас есть карбоновые полигоны, где мониторят содержание парниковых газов. Но вот сейчас очень модное направление и новый инструмент – это захват и утилизация парниковых газов. CCS Technologies, Carbon Capture and Storage. То есть мы захватываем из атмосферы углекислый газ и закачиваем его обратно в землю в связанном состоянии, в частности, в виде тех самых газогидратов, о которых я говорил. И вот эта технология, она сейчас активнейшим образом развивается. И зона вечной мерзлоты нашей страны – это, конечно, конкурентное преимущество по сравнению с остальной частью нашей планеты. И вот в эту сторону нам обязательно нужно двигаться для того, чтобы предупредить развитие каких-то катаклизмов. Конечно, эффективное энергопотребление, да, вот как, например, с источниками света мы прошли длиннющую дорогу. Ну и вот очень многие наши научные школы, в частности, Питерская школа, академик Джерес Иванович Алферов в свое время предсказал развитие бытовых осветителей. Мы видим, что мы практически полностью перешли на диодные осветители. Масса нобелевских премий здесь получена, в частности, наши коллеги в прошлом году. Новые материалы, квантовые точки, которые позволяют практически полностью в спектре вот таких диодных осветителей воспроизвести солнечный спектр с очень высоким КПД. Еще пока что нефть 31% и газ 22%. Начинают атомные электростанции, гидро, обычный уголь, биоэнергия. Каким образом это происходило по годам? Посмотрите, да? 18 век практически полностью это горючее топливо, уголь и дрова. И мы постепенно вытесняем эту историю в более экологичные, более эффективные источники энергии.
Зеленая энергетика, гидроэнергетика, водородная, приливные электростанции, геотермальные, ветрогенераторы, солнечная энергетика, биоэнергетика, атомная, ну и, наконец, управляемый термоядерный синтез, практически искусственное солнышко на Земле, которое поможет решить многие проблемы. Солнечная энергетика, кстати, вопрос о том, каким образом это можно использовать в северной части нашей страны, он продолжает разрабатываться. Появляются новые материалы, новые способы компоновки этих материалов для того, чтобы увеличить эффективность работы фотовольтаических элементов, упростить создание этих материалов в условиях Северного Ледовитого океана, плавучие такие атомные электростанции. Росатом в это активно вкладывается. Замечательные мобильные установки для того, чтобы обеспечивать чистой электроэнергией нашу страну. Да, что принимает активное участие, в частности, международный экспериментальный термоядерный реактор, который находится в Европе. Стоимость порядка 15 миллиардов евро, и у нашей страны там практически контрольный пакет акций. Для всего этого нужны новые материалы. Еще одно междисциплинарное направление, которое развито в очень многих научных центрах у нас в стране, практически во всех регионах нашей страны. Органические материалы. Здесь я хотел бы вспомнить о нашем замечательном друге, академике Юлии Германовне Горбунова, представитель выдающихся химических школ. Посмотрите, какие молекулы они умеют выращивать. Молекулы-переключатели. Вот такая молекула ведет себя как одномолекулярный магнит. Это вот те самые частицы, которые птицам, пчелам позволяют ориентироваться по магнитному полю Земли. Сейчас наши химики умеют это синтезировать. Углеродные материалы, нанотрубки, графен, который уже был отмечен Нобелевской премией, фуллерены, которые были отмечены, алмаз, алмазные технологии. Я думаю, что это Нобелевская премия ближайших лет, и кто-то, возможно, из наших коллег ее получит. Биологические объекты, так называемые биоподобные молекулы или биомиметические материалы. Когда вы с помощью различных методов можете осуществить мутацию биологического объекта, вырастить новый белок, ну и, например, получить вот такую генно-модифицированную мышку, которая будет светиться в темноте. Или направление ДНК-оригами. Вот сейчас мы активно этим занимаемся, когда вы за счет ДНК-технологий можете вырастить практически любую наноструктуру. Низкоразмерные материалы, ну и, конечно, новые материалы для особых и экстремальных условий эксплуатации. Это исследовательские проекты для того, чтобы обеспечить эффективную работу самых разных отраслей у нас в стране. Здесь я хотел бы вспомнить нашего замечательного коллегу Александра Михайловича Большакова, члена-корреспондента Российской академии наук, академика Академии наук Республики Саха-Якутия, который внес значительный вклад в развитие этого направления, ну, в частности, для того, чтобы промышленные объекты работали эффективно в условиях вечной мерзлоты, в условиях севера. Пару слов хочу сказать о своих организациях, призывая к совместной работе, может быть, для кого-то из молодежи к обучению, для того, чтобы вернуться домой и помочь развитию родного региона. Московский педагогический государственный университет, это удивительно. Это была политика и дореволюционная, то есть это понимали и в дореволюционный период. И это очень хорошо понимали большевики, вкладываясь в педагогическое образование в нашей стране. Практически во всех областных центрах были созданы педагогические институты, где готовили учителей. Учитель – это был человек с большой буквы. Это обеспечило хорошее школьное образование. Черчилль по окончании Второй мировой войны говорил, что во Второй мировой войне победил русский учитель. И вот эту историю нам важно понимать для того, чтобы готовить новое поколение учителей в тесной связке с наукой, что мы стараемся продолжать делать, в частности, вот вместе с физическим институтом Академии наук. Вот это вот наш город Троицк, сейчас часть Москвы. У нас есть свой ускоритель, вот это синхротрон, который был разработан по проекту Векслера, а работал на нем еще один нобелевский лауреат, сотрудник ФИАНа, академик Черенков. Этот ускоритель работает до сих пор, но и в частности вот до того, как какие-нибудь датчики отправляются в условия космоса, иногда их приносят на этот ускоритель, чтобы бомбардировать их
жесткими лучами для исследований. Ну и целая плеяда ученых, которые с нами работают, в том числе и вот самые последние годы. Вот наш замечательный коллега, почетный профессор педуниверситета, профессор Стэнфордского университета Уильям Мёрнер и целый ряд коллег. Наши замечательные почетные профессора Желез Иванович Алферов, академик Юрий Гуляев, ну и многие другие коллеги. Космических исследований Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук Александр Анатольевич Утовинов. Александр Анатольевич, вас сейчас познакомит с докладом. Спасибо. Немножко расскажу про космос. Так, а там, наверное, надо L5 нажать, не помню, как кнопку, чтобы F1. А? F1. F1, чтобы это PDF, чтобы она развернулась полностью. Ctrl-A, по-моему. В качестве такого экскурса один слайд покажу про то, что, может быть, когда-то вы слышали, знали, а может быть, кто-то еще не слышал, не видел. То есть вот здесь так некая подборка того, что было сделано в нашей стране. Ну, там, в основном это, конечно, 70-е, 80-е годы. Это и луноход, и вот Луна 24-я в 76 году села, потом привезла грунт. Вот. И, конечно, была такая программа комета Галлея, которая летала к Венере и исследовала, собственно говоря, программа Вега, которая исследовала комету Галлея, летала к Веге. 86 была выбрана из особых соображений того, что грунт в этом месте сильно напоминает грунт, который на Марсе. И в том числе там, с точки зрения структуры, там, песка, глинозема, каких-то содержания воды. Вот на верхней картинке здесь, вот, ну, может быть, плохо видно, здесь вот такие точки нанесены. Это места, где проверялось, собственно, измерения проводились. Но эта вот фотография, кто-то из коллег поднялся наверх и сфотографировал. Вот. Примерно 5 лет наши коллеги сюда ездили, работали вместе с институтом межзвуковедения имени Мельникова. Вот. И вот одна из картинок, как это происходило конкретное измерение. То есть вот эта штука, рамка, она имитирует марсоход, потому что на марсоходе оба прибора стоят, ну, по бокам. Вот, значит, такую рамку ставили, соответственно. И дальше проверяли, ну, проводили измерения. Там. То есть вот по оси X здесь отложен некий фактор измерения, который там, ну, регистрируется в этом марсоходе. Потом же в этом месте копали шурф, брали воду, брали грунт и проверяли, собственно, содержание воды. И вот здесь в процентах она отложена. Видите, вот такая вполне себе хорошая корреляция есть. Собственно, вот эти калибровочные измерения, они сейчас используются на Марсе, ну, на Марсе для того, чтобы показывать, ну, в смысле, для того, чтобы проводить точные измерения. На самом деле, тут Андрей много пугал нас всякими страшными катаклизмами, которые нам грозят впереди. Вот. Как-то нас съехало немножко. Ну ладно. Обзоров 4 года, то есть, собственно, ожидается несколько миллионов объектов. То есть вот эти, большинство из этих точек, которые на небе, это на самом деле сверхмассивные черные дыры. То есть это черная дыра, которая весит миллиард масс Солнца. Такие объекты есть. Вот в центре нашей галактики, например, есть черная дыра, которая весит 4 миллиона масс Солнца. За это в прошлом году дали Нобелевскую премию. Люди просто померили конкретно, как там вокруг летают звезды, и определили массу. А вот в Андромеде там уже миллиард масс Солнца, по-моему, висит, там черная дыра, которая есть, и так далее. Так вот, оказалось, что помимо вот этих миллионов черных дыр, которые есть во всей нашей Вселенной, если их отсюда все вычесть и убрать, остаются два таких интересных пузыря, которые прямо на карте видны. Вот здесь центр галактики находится, такая проекция, и вот один пузырь вверх, один вниз. Вот верхний пузырь как бы был известен, немножко раньше, и люди думали, что это может быть близкая сверхновая, когда-то взорвалась, и вот эти следы такие просто рядышком. Но когда обнаружили, что есть пузырь, который идет вниз, сразу стало понятно, что это никакая не сверхновая, а скорее всего это десятки миллионов лет назад в центре нашей галактики происходили какие-то мощные процессы взрывные. Там либо сразу много сверхновых взорвалось, либо наша черная дыра, она вот сейчас такая слабенькая и неактивная, в тот момент по какой-то причине проявила бурную активность, и вот это мы видим просто выбросы вещества, которые идут сквозь нашу галактику. Вот. На самом деле я не буду сейчас все эти детали вдаваться. Во Вселенной, да и в галактике, да и в нашей близкой окрестности существует масса интересных объектов. Начиная, ну, про черные дыры, наверное, все фильмы смотрели. Там, черные дыры, там, Интерстеллар, там, все остальное. А вот есть такие объекты, нейтронные звезды, про которые мало почему-то говорят, но они, с моей точки зрения, более интересны, потому что они реально существуют. То есть, понимаете, это объект, который весит, как Солнце, условно говоря, 1,5 раза тяжелее, чем Солнце, а размером 10 километров. То есть он страшно плотный,
И в центре его плотность, она превышает ядерную. То есть что там, какое вещество, люди не знают. И это одна из больших загадок. Но такие объекты есть, мы их фактически можем пощупать руками. Сейчас я покажу на следующем слайде, как это делается. Ощущение, что когда-то перед Солнцем здесь была массивная звезда, примерно 30 масс Солнца, которая взорвалась, осталось вот это, ее остатки вещества выбросились, из которых потом уже сформировалась и Солнце, и Солнечная система. Поэтому у нас и есть, собственно, обилие такое металлов на Земле. Вот это такая синусоида красивая. На самом деле это изменение частоты вращения нейтронной звезды. Вот ты мне говорил, что про экзопланеты, не буду я про экзопланеты рассказывать, как миллионы километров находятся от световых лет. Я буду рассказывать про вот этот пульсар, например. Это нейтронная звезда, еще раз говорю, 10 километров, находится от нас на гигантском расстоянии, 10 килопарсек примерно. Мы, от нее видим, что она вращается со скоростью 2,3 миллисекунды. Вот смотрите, у вас есть стиральная машинка, да, в ней там оборот при отжиме 600 оборотов в минуту. А теперь представьте, что объект весом Солнца и размером 10 километров вращается там условно 600 или 400 оборотов в секунду. Вот такие объекты есть. Вот я его, фактически я его руками могу пощупать. Есть, я его мерю. И более того, рядом с ним есть звездочка, которая весит примерно четверть массы Солнца, которые они вокруг друга вращаются с периодом 5 часов. И я вижу за счет эффекта Доплера, как меняется период вращения вот этой нейтронной звезды. То есть я могу отсюда с помощью нашего инструмента взять и это все там померить на бесконечно далеком расстоянии. Наверное, да? Должна быть полететь, надеемся, что полетит, который будет летать вокруг Земли, вот примерно на таких орбитах, вот, на солнечно-синхронных орбитах. И задача их это исследование ионосферы Земли. Потому что это очень важная задача для того, чтобы нам понимать, во-первых, как она устроена, и во-вторых, как Солнце влияет на эту ионосферу, и как Солнце может влиять на Землю и на безопасность, в том числе на вопросы безопасности, в первую очередь связанные с арктическими регионами. Потому что вы, когда видите прекрасное полярное сияние, понятно, что все то, что летит в Солнце, это высыпается в районе полюсов, в районе Арктики. А ввиду того, там сейчас одна из больших задач в нашей стране — это развитие арктических регионов, как и президент поставил такую задачу. Вопрос обеспечения безопасности, в первую очередь технологической, становится очень важным. И вопросы предсказания того, какие могут быть проблемы, связанные с солнечной активностью, они выходят на первый план. И здесь важно, что вот ионозон, который стоит на спутнике, вот видите, он исследует как бы сверху атмосферу. И важно, что должны стоять некоторые наземные станции еще для исследований. И вот именно здесь, вот на этом, так сказать, вот на этом стыке, очень важную роль может сыграть Республика Саха-Якутия, потому что здесь рассматривается расположение нескольких таких станций. Я так понимаю, мои сейчас коллеги находятся на конференции в соседнем институте ФИА находится конференция, и как раз посвящена вот именно задачам исследования верхней атмосферы. У нас самый большой объем массив данных, которые есть вообще в стране по поводу ТЗЗ, включая все живое. То есть мы получаем информацию из российских зарубежных центров, более чем 50 спутников систем наблюдения, у нас там огромное количество данных и глубина архивов порядка 40 метров. У нас создан так называемый ЦКП-мониторинг, которым пользуются вот 130 организаций, там масса проектов решена. Ну, опять же, вчера перед отлетом я у своего коллеги поинтересовался. Он говорит, тут почему-то ни одной организации из Якутии нету. Я поэтому призываю, если кому-то интересно, кто занимается вопросами, связанными вот с наблюдениями Земли из космоса, это абсолютно бесплатно, просто надо зарегистрироваться, и все, вы получите данные, там все, доступ и посмотреть, как, собственно говоря, в Республике Саха-Якутия обстоят дела. Кафедра космической физики Московского физико-технического института. Собственно говоря, я сам заканчивал физтех, и у нас очень много выпускников, которые, значит, трудятся в институте. Она называется кафедра космической физики, и она относится, сейчас модно какие-то вот эти внутренние структуры вводить, я в них слабо разбираюсь, честно скажу. Вот внутри МФТИ есть школа физики и исследований Ландау. Это, по большому счету, объединили два факультета. Раньше был факультет общей прикладной физики и факультет, забыл чего. Еще проблем физики и энергетики, я уже заканчивал, забыл свой альма-матер. Вот. Их объединили в одну так называемую школу физики Ландау. Он заведует кафедрой у нас Лев Матвеевич Зеленый.
Вот, значит, по кафедре у нас примерно 140 выпускников работает в ИКИ. Каждый год на кафедру идет где-то примерно 10-15 студентов. Достаточно серьезный конкурс при поступлении в бакалавриат. Ну и если студенты как бы активно работают, то мы где-то с 3-4 курса их уже устраиваем на работу, и они работают под руководством научных, уже научного руководителя. Ну, это некое распределение студентов по годам, оно немножко варьируется, где-то больше, где-то меньше становится. Это магистратура, это вот студенты бакалавриат, то есть там порядка 30 человек. Вот. Ну и вот план, то, что мы изучаем, вот, в основном это с 3, 4, ну и 5 курс основной. Ну, сейчас у нас планируется введение еще новых курсов на 1-2 курсе. Все. Из Якутии вы участвовали в каких олимпиадах? Есть олимпиады разного уровня. Я думаю, что школьники-то даже лучше и родители знают, чем мы. Есть олимпиады разного уровня. Есть так называемые перечневые федеральные олимпиады, победа в которых дает возможность либо каких-то дополнительных баллов, либо даже поступления без экзаменов на бюджетные места вузов по всей стране. То есть там это так называемый первый уровень, ну обычно это федеральная олимпиада, то, что идет стандартным путем через школы. Вам учителя, ну, по идее, должны об этом говорить. Если они вам об этом не говорят, то к ним можно подойти и инициировать этот вопрос, потому что, по идее, должен быть общешкольный уровень, потом там, районный, городской, областной, значит, региональный, федеральный и так далее. Можно дойти до международного региона, но у меня была очень сильная параллель. Все мои конкуренты, они потом получили золотые и серебряные медали на международных олимпиадах. Но зато я потом воспитал, у меня двое моих учеников по физике получили на международной олимпиаде золотые медали. Осло, 95 и 2000 какой-то там год. Япония, по-моему, была олимпиада. Вот, то есть это федеральная олимпиада, в которой можно участвовать. Есть олимпиады, привязанные к конкретным вузам, либо неким таким блоком вузов. Ну вот, например, такая, казалось бы, олимпиада, которая в стране, называется она чемпионат сочинений, да? Казалось бы, где физика, где сочинение. Но тем не менее, вот с самого начала эта олимпиада проходит под эгидой Российской академии наук. Она была учреждена таким консорциумом университетов из самых-самых разных городов. Может быть, из Якутии кто-то тоже участвует, из университетов можно посмотреть. Там, по-моему, что 30 университетов страны от Дальнего Востока до Калининграда участвуют. И победа, там некий многоуровневый, значит, подход. Сначала пишите сочинения, потом дистанционно участвуете, потом приезжаете на региональный уровень и финал в Москве или в Подмосковье, где Марс, да, значит, вот оно все вместе. И здесь очень важно детям доносить историю про мотивацию, чтобы люди видели, да, что они пришли вроде бы заниматься там оптикой, а изучать будут болезнь Паркинсона. Или наоборот, вот мы в прошлом, 2 уже года назад в пединституте при кафедре теоретической физики открыли лабораторию биофотоники и наноинженерии. И в прошлом году разработали методику лечения, фотодинамического лечения антибиотикорезистентных инфекций. Есть такая проблема вторичных больничных инфекций. Это бактерии, которые резистентны ко всем известным видам антибиотиков. К чему это приводит? Приводит это к тому, что при больших полостных операциях, например, если перитонит, если присаживается какой-нибудь золотистый стафилококк или там синегнойная палочка, начинается поражение ткани, которые вы антибиотиком убить не можете. Так вот, количество смертей на 100 таких пациентов сложно. 60 человек умирают. 60 умирает из 100. На нашей выборке умерло всего 4 из 100. Понимаете? И казалось бы, где фотодинамика, где лазерные технологии, где там вот эта история, и где спасение конкретных человеческих жизней, там, не знаю, кто-то из ваших родственников. Вот эту историю школьникам нужно доносить, чтобы они шли не столько за красивым дипломом, да, ведь удивительная история. Вот я был на Дальнем Востоке, в базовую школу РАН, замечательный проект базовой школы Российской академии наук. Вот в Якутии тоже есть базовая школа, мы даже контачим там по ряду вопросов, и надеюсь, что будем усиливать это взаимодействие.
Приезжаешь в базовую школу РАН, представительство академии через дорогу. Школьникам рассказываешь, они не знают, что такое Академия наук. Они не знают, что рядом, вот сюда приходишь, в Академию наук Республики Саха-Якутия. Вот сейчас мы обсуждали с руководителем Академии, ведь масса, во-первых, интереснейших задач, масса выдающихся достижений, то есть люди уже наработали в научной школе, здесь работают. Это у вас здесь дома, это конкурентное преимущество. Вам не нужно ехать в незнакомую среду, вам не нужно привыкать к каким-то там безумным этим городским условиям Москвы и Питера. Вы здесь дома, а дома и стены помогают. А я, поскольку сам через это прошел, я это могу ответственно сказать. То, что я остался у себя дома в Кирове, и решало замечательно заниматься любимым делом, ну и дальше как-то строить карьеру. Вот об этом нужно задуматься, и для этого нужны олимпиады немножко другие. В Академии наук мы вместе с Александром Анатольевичем, с коллегами, во время пандемии, когда, вы помните, был первый карантин, это что у нас был? 2020 год, апрель месяц, всех посадили на карантин, и тогда, значит, вот в то время президент Академии наук, академик Сергеев, собрал актив профессоров РАН, что-то надо делать. Школьники все сидят по домам, а вот эти все системы, значит, онлайн-уроков еще не были отлажены. Но и мы тогда вот по аналогии с такими малыми олимпиадами, когда химики это уже делают, придумали формат, что профессора, члены-корреспонденты и академики Российской академии наук задают нестандартные вопросы. Что значит нестандартные? Нестандартные в том смысле, что некоторые, там, такой, к сожалению, ушедший академик Сурис, он всегда говорил, я буду задавать вопрос, ответы на который я сам не знаю. Что толку задавать, формулировать задачу, которую всем известно. Это не поглубже. И там маленький это большой. Да, и еще маленький и большой. Закон сохранения импульса, закон сохранения момента импульса. И вот эта история, она, мне кажется, школьника может сместить мировоззрение и заинтересовать его, чтобы человеку было интересно. Опять же, себя вспоминаю в аспирантуре. Установка, красивое явление, фотонное эхо называется. Кстати говоря, первооткрыватель, выпускник, работал в Кировском пединституте, профессор Котвилин, чтобы вы понимали, что научные школы в регионах тоже есть. Вот установка фотонного эха. И мы туда пришли, молодые аспиранты первого года, вот с тем самым Мишей Кольченко, который руководитель оптического департамента Samsung, а сейчас, кстати, помощник руководителя Российского квантового центра и корпорации Росатом. Вот. И мы стоим перед осциллографом, а там кривая, нужно было посмотреть некое затухание сигнала, и он получился смешной. И мы стоим и смеемся, не можем остановиться, хохочем. А заходит уборщица, на нас посмотрела, выходит, а мы потом слышим, она в коридоре другой уборщица говорит, что там двое сумасшедших. Значит, а в чем дело? Ну, они стоят перед этим экранчиком и смеются, не могут остановиться. Наверное, они сумасшедшие. Так вот именно отсюда рождается интерес. Вот олимпиады нестандартные, которые не забавны, и целью которых не является поступление в ВУЗ, они как раз и позволят поступить в ВУЗ. Вот это интересная история, которую хотела бы здесь, вот, в частности, в рамках таких стратегических сессий развернуть. А викторина... Очень благодарю за интересное сообщение. Я интересуюсь и этим темой тоже. И то, что было представлено, это как бы взгляд в ретроспективе, который показывает, чем занята фундаментальная наука. Я хотел бы обратиться к молодежи, которая здесь есть. Значит, да, можно поступать в центральный вуз, но, как здесь подчеркивали, из вуза в провинции можно стать крупным ученым. Я из сельской школы Сибири. И хочу подчеркнуть, что чтобы вы знали, что такое Якутия. Научную путевку в жизнь мне когда-то дала Якутия. Здесь был первый диссертационный
совет по техническим наукам в Сибири. Он был первый. Это 3 года. И вот здесь я, так сказать, в прошлом когда-то стал кандидатом наук. В части сообщений, которые были, я хотел бы сделать акцент на немножко другом аспекте. Мы, вот как подчеркнуто было, мы движемся по пути обеспечения жизни. Новые исследования, открытия, технологии, которые нас продвигают дальше и создают новые условия для жизни. Но, и на этом я хочу сделать акцент, каждая новая технология несет новые риски. И вот это надо знать и помнить, что если мы что-то создаем новое, то чем это обернется спустя 5 лет, 20 лет, 100 лет. Отсюда и второй аспект завтрашней стратегической сессии – безопасность. Технологии и безопасность связаны всегда. За прогресс мы с вами платим соответствующими авариями, как то есть было уже, да? Мы пытаемся все время сделать более так скажем, устойчивым, но одновременно вносим какие-то неустойчивости. Не блогеры, не какие-то там, так сказать, компьютерщики, которые занимаются искусственным и интеллектом, что сейчас очень модно. Но компьютер – это инструмент, не более того. А фундаментальные исследования – это разум. Будете вкладывать разум, будет завтрашняя жизнь.